плох тот налоговик, аудитор, который приходит к вам и ничего не находит. Но, конечно же, рекомендательное письмо не является законом. По сути, не будет нарушением, если вы занимаетесь другой деятельностью, которая не запрещена законодательством. Иногда надо доказывать, то есть там тоже люди сидят, не все 100% знают. Легче иногда говорить нет, чем что-то делать. А налоговый кодекс – это, можно сказать, библия предпринимателя. И чем раньше мы о нем узнаем, тем нам проще будет жить. Привет всем, друзья, и снова с вами подкаст «Три медведя». Бурый – это я, Беруз Насрединов, белый у нас Искандар Мирзаганиев, панда у нас Фархот Холматов. И сегодня мне будет помогать наша очаровательная Зибу Таджибаева. Сегодня у нас второй эпизод нового сезона «Пан или пропал». В новом сезоне мы будем говорить о том, как открыть бизнес в Таджикистане. Нашими гостями будут те, которые помогают открывать бизнес, и те, которые уже открыли свой бизнес и пытаются его масштабировать, либо закрыть. Мы сегодня будем говорить о том, как зарегистрировать компанию в Таджикистане, если вы решили заняться бизнесом. Сегодня у нас в гостях директор юридической компании «Химоя» Навруз Адинаев. Его компания помогает предпринимателям как юридическими советами, так и практическими. То есть, если вы решили открыть компанию, вам нужно обращаться к Наврузу Адинаеву. Они вам в этом помогут. Ну, окей, Навруз, хушомадет, добро пожаловать. Сегодня уйма будет у нас вопросов, и давайте сразу же приступим. Какую форму лучше всего выбрать для малого бизнеса? Это ООО или ИП? И в чем между ними разница? Да. Какие плюсы у ООО, а какие плюсы у ИП? Привет, Зибол, привет, Бехруз. Рад, что пригласили. Для начала я хотел бы сказать, чуть-чуть побольше раскрыть, что такое ИП. Потому что ИП бывает двух видов, и важно это знать. ИП бывает по патенту работающий и ИП по свидетельству. Чем же они отличаются? ИП, который работает по патенту, это называется, их еще называют как представители микробизнеса. Максимальный оборот у них не должен превышать в год 100 тысяч сомоний. И что важно, что они обязаны работать лично. То есть они не могут нанимать работников. И они платят фиксированную сумму вне зависимости от того, сколько они в месяц заработали, оказали услуги, скажем, или продали товары. Они обязаны оплатить одну и ту же стоимость в порядке предоплаты. Это ИП по патенту. Что важно также, что ИП по патенту не имеет кассового аппарата. Что касается ИП по свидетельству, то ИП по свидетельству на данный момент могут иметь оборот в 1 миллион сомоний в течение 12 последующих месяцев. То есть, если даже за 6 месяцев их оборот превысил 1 миллион сомоний, то они обязаны перейти на ООО и сразу же выйти на НДС. То есть, это общий режим называется, общий режим налогообложения. И ИП уже по свидетельству больше похож как раз таки на ООО. Почему? Потому что у ИП по свидетельству они могут нанимать работников, они могут заниматься внешнеэкономической деятельностью, что по патенту нельзя будет заниматься. Они имеют кассовый аппарат, они имеют право открыть счет и все остальное. Что же я советую всем своим клиентам, когда они обращаются и впервые хотят зарегистрировать свой бизнес и начать свою деятельность, всегда советую выбрать ИП по свидетельству вместо ООО. ООО – это компания, когда вы решили, допустим, если у вас несколько человек и хотите открыть свой бизнес, то, конечно же, лучше открывать ООО, потому что там доли будут. ИП регистрируется на одного человека. А ООО могут несколько лиц, до 30 лиц могут открыть ООО. Но если человек один и хочет просто открыть бизнес, конечно же, нужно выбрать в основном ИП. Как только вы выбираете ИП по свидетельству, вы можете также, допустим, закон не имеет никаких ограничений по поводу наименования. Вы можете поставить, допустим, у меня ИП Навруз Адинаев, но я могу какой-то себе поставить логотип, придумать название и работать под этим названием. Могу даже его зарегистрировать в патентном ведомстве, и данное наименование будет за мной закреплен, и могу пользоваться где угодно и как угодно. Разница между ООО и ИП – это в дивидендах. Если у вас ООО и 6% вы в месяц платите,
и остается какая-то сумма денег на балансе компании, и у вас нет, допустим, документированного расхода, куда вы потратили эти деньги именно на компанию, то вам придется еще заплатить 12% дивидендов. И каждый год, это раз в год платится, обычно это люди не замечают, но когда приходит время дивидендов, тем более сейчас новая программа налогового комитета, которая автоматически считает эти дивиденды, и программа сама выставляет вам размер дивидендов, который необходимо оплатить. Вот сейчас как раз-таки все занимаются этим, что... Вбивают все свои расходы, вносят в программу. И как раз сейчас уже они внесли. Это годовой баланс, когда вы сдаете, автоматически программа налогового комитета насчитает вам на остаток этой суммы дивидендов. Если за каждый день, когда вы его не оплачиваете, у вас еще штрафы идут, там пеня идет, поэтому его надо сразу же оплатить, либо, если у вас есть какие-то документы, надо вынести и показать, что у вас, куда вы потратили, действительно обосновать, куда вы потратили эти деньги. У ИПшников такого нет? У ИПшников такого нет. ИП не имеет заработную плату, то есть все, что зарабатывает ИП, это его. За исключением того, что если у него есть работники, платит, соответственно, там же те же 25% социального налога, там, да, удерживает и оплачивает 13,1% подоходного налога плюс пенсионное отчисление, а все остальное ИП оставляет себе. И не платит никаких дивидендов. Не платит никаких дивидендов. Так. Да. Есть вопрос, да, над которым стоит задуматься. Если ИП за полгода превышает 1 миллион сомони, нужно уже перейти на ООО. А вот какие процедуры необходимы потом для того, чтобы переходить с ИП на ООО? Необходимо будет подавать заявление в район, где вы зарегистрированы, и вас будут переводить уже автоматически на ООО. Да. И с НДС. И сразу же с НДС. Да. А ранее, это где-то год назад, не было такого. Можно было бы перейти на ООО, еще, без НДС. Да, еще проработать 1 до 1 миллиона, а потом перейти на НДС. А сейчас новые изменения, которые вступили в силу, они уже, автоматически надо будет перейти на ндс. Это с 500 тысяч. Да, нет, пока еще с 1 миллиона. А к 500 тысяч мы, наверное, вернемся чуть. Да, мы попозже вернемся. Я хотела бы сейчас просто вернуться к вопросу о том, с какими проблемами сталкивается при регистрации человек, то есть ИП, неважно, ООО мы регистрируем, всегда требуется договор на аренду помещения. Да. Это прям такой больной вопрос. И тут получается у тебя нету собственной недвижимости, тебе нужно найти человека, у которого нужно будет заключить договор об аренде. И тут такой вот круг получается какой-то замкнутый. Почему ИПшники должны иметь это тоже? И причем, если ты еще регистрируешь ООО, представители единого окна налогового комитета придут и посмотрят твое помещение, есть ли там что-то. Да, все верно. Если что-то. Да. Чего-то не регистрирует. Но для начала нужно прояснить один момент, что любой бизнес должен иметь адрес. Поэтому, то есть, когда налоговик придет с проверкой, он куда-то должен физически прийти и посмотреть, скажем, начать свою проверку, поэтому без юридического адреса невозможно зарегистрировать бизнес, в принципе. ИП легко можно зарегистрировать по месту жительства, если деятельность в этой территории находится. У нас есть, скажем, из-за того, что каждый район имеет свой бюджет, имеется в виду налоговые пополнения, налоговики обязательно требуют, что по месту своей деятельности обязательно зарегистрироваться. Если вы снимаете, арендуете, скажем, помещение у юридического лица, то особых проблем нет. Просто договор аренды и данный договор уже налоги, соответственно, оплачивает данное юридическое лицо, никаких проблем нет. Проблемы начинаются, когда вы хотите снимать помещение у физического лица. Надо будет что сделать? Надо будет заключить договор. Данный хозяин квартиры должен пойти в свой налоговый по месту нахождения этого объекта. Договор надо будет зарегистрировать, получить справочку о том, что данный договор между тем-то, тем-то и тем-то, тем-то лицом зарегистрировано. Оплачиваете, арендодатель, получается, оплачивает 13% подоходного налога ежемесячно, пока данное помещение находится в аренде, и только потом вы можете с этой справочкой и договором пойти в регистрирующий орган, это единое окно, и там регистрировать уже непосредственно. И тут еще один вопрос возникает. Как правило,
тебе сразу рекомендуют: подоходный налог плати сам. Потому что физическое лицо могут не найти, а ты как юридическое лицо пострадаешь, если этот подоходный налог не будет выплачен с арендной платы, да. И этот момент, вот, он сразу проговаривается. Есть еще один момент. Определенные места, точнее, вот, например, если я хочу квартиру взять в аренду в центре, там, оказывается, есть ставки, рекомендованные ставки на 1 квадратный метр. Да. Там не менее 60 самани за 1 квадрат. Да. Это в центре получается. Ну, там по кольцам разбито, да, по районам. И если, например, я с ним договорилась за 40 самани. На самом деле, смотрите, очень правильно Зебо, можно на «ты», да? Да, конечно, можно на «ты». Зебо очень правильно отмечаешь, что у тебя больше опыта по ходу дела даже в этих вопросах. Это налоговый агент, то есть и любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является автоматически налоговым агентом. Кто это такой? Это человек, который физическому лицу оплачивает какой-то доход, дает. То есть за работников работник обязан же 13% подоходного налога оплачивать, то есть мы удерживаем и оплачиваем бюджет. Также, когда у физического лица мы снимаем, тоже я всем своим клиентам рекомендую, что вы удерживаете лучше сами и оплачиваете как налоговый агент. Потому что очень много компаний, которые также снимали, скажем, помещения, в основном даже большие помещения, дома, и эти физические лица не оплачивали свой налог, оно копилось там в течение до 5 лет, а потом налоговая пришла, проверила и как налоговому агенту выставила счет, плюс штрафы, плюс пеня, это огромные суммы просто, да, возникают. Поэтому, конечно, всегда нужно либо проследить о том, что арендодатель выплачивает, и квитанции, копии этих квитанций получать у него, либо самому удерживать и оплачивать, и тогда не будет никаких проблем с этим. Это раз. А что касается вопроса... Какой был вопрос? Вопрос по рекомендованной стоимости аренды. Есть письмо председателя налогового комитета о том, в каких местах сколько может стоить арендная плата. Это делается для того, чтобы намеренно не снижали, то есть там стоимость. То есть это как бы они выявили какую-то рыночную стоимость, но это, скажем, не аксиома. Можно будет его туда-сюда тоже повернуть. Я своим клиентам как рекомендую. Заключайте договор, указывайте счет, перечисляйте на этот счет. Если большое помещение, обычно стоимость может быть ниже этих 60 самон. И если вы оплачиваете это все на счет, у вас есть доказательство того, что вот столько мы оплатили в месяц, это сидит у вас в расходах, соответственно, налоговая не имеет права уже что-то докапываться. Когда обычно налоговая начинает до чего-то, скажем, грубо говоря, придираться, это когда у вас нет документов. То есть, когда вы наличку даете, у вас никаких нету подписанных документов, тогда, конечно же, налоговая подозревает, что вот в соответствии со статьей 24 Налогового кодекса у них есть право применять рыночные цены, и они очень часто им пользуются. Но, конечно же, рекомендательное письмо не является законом. Поэтому здесь возникает, скажем, такой спор с налоговыми, кто будет доказывать, тот и выиграет. Можно ли иметь официальный юридический адрес и физически там, где действительно компания базируется? Нельзя. То есть, по сути, некоторые компании так работают. Допустим, да, если моя компания зарегистрирована в Сомони, там, да, в районе Сомони, у меня есть работник, который работает в Фирдауси, допустим. Тогда я буду обязан оплачивать их заработную плату, вот эти налоги, которые возникают из фонда заработной платы, по бюджету Фирдауси. Но в то же время в своем юридическом адресе я должен находиться, то есть мой офис должен фактически присутствовать. Если там вообще никого нет, то, конечно же, будут проблемы. Нельзя, чтобы по юридическому адресу вообще компания не находилась. Они должны совпадать. У нас в Таджикистане юридический и фактический адрес должны быть одинаковыми. Понятно. Очень много вопросов возникает по поводу устава. Раньше его нужно было вообще регистрировать в Министерстве юстиции. Сейчас это нет в нем необходимости, это считается внутренним документом. Как ты рекомендуешь его когда принимать? Сразу, еще до того, как ты там начал процесс регистрации компании? Или вообще можно не принимать? Нет, принимать нужно. Устав
Это конституция этой организации. Если вас двое и более, больше двух учредителей, там очень много, нужных моментов надо будет прописать между вами, чтобы потом не возникло споров. Устав – это важный документ организации, и надо всегда его дорабатывать, желательно до создания компании. Но многие создают сначала компанию, а потом по необходимости делают устав. Но на самом деле, если работать над уставом, можно очень много полезного там придумать. Допустим, есть иностранные у нас клиенты у нашей компании, которые не всегда доверяют директору полностью полномочия. Что в данном случае я им советую? У директора есть же доступ к расчетным счетам. На этих счетах обычно бывают большие деньги у иностранных компаний. И иностранные компании, учредители, они ставят ограничения сделки, совершенные директором, без его разрешения. Допустим, директор не имеет права заключить сделку стоимостью более $5000 без разрешения учредителя. В этом случае, если директор такой договор заключил, можно будет через суд признать его недействительным. Вот и все. То есть в устав можно внести такие пункты, которые в будущем могут помочь при возникновении тех или иных проблем в компании. Даже если говорят, что бизнес нельзя вести с друзьями, с родственниками. Да-да-да. Но если у вас это все прописано в уставе, тогда у вас не будет проблем. Такие проблемы, они возникают тогда, когда вы работаете чисто на доверии, тогда и возникают проблемы. Поэтому я всегда рекомендую: сделайте устав, пропишите все условия. А уставы, в принципе, то есть устав обязательно должна иметь любая компания. Да. Почему еще? Некоторые банки при уже открытии счета, допустим, Халык-банк, всегда требует устав. Это правильно. То есть, опять-таки, для тех или иных каких-то сделок они могут его проверить и не пропустить, остановить на момент оплаты. Если там прописано, например, что директор не имеет каких-то полномочий. Вот именно. И со временем все банки могут уже требовать устав. Некоторые банки сейчас не требуют устав, но при, допустим, получении каких-то лицензий обязательно нужен устав. От этого никуда не деться. В уставе прописывается также размер уставного капитала, как делить эти деньги, какие полномочия у директора, опять-таки, какие полномочия у общего собрания учредителей. Устав – это внутренний документ, но очень важный документ. Очень важный документ. Устав. Да. Помните об этом. Да. Смотри, раньше, когда просто у меня тоже есть опыт работы в компаниях больших, в едином налоговом окне мы регистрировали компанию, где было прописано все, что не запрещено законом, можно заниматься. То есть ООО занимается всем. Потом нас начали заставлять менять свой, как он называется на таджикском правильно? Ихтибос, да. И где уже четко прописывать тот вид деятельности, который ведет компания. А можно ли сейчас как раз таки прописать опять же все, что не запрещено законом? Это вы можете прописать в уставе. На самом деле, немножко мне тоже непонятна данная позиция налогового комитета. Сейчас именно они разработали специальные, приложения, брошюрку об ОКВЭДе. Когда я в России работал, а я ранее работал в России, лет 6 назад, у них давно это все есть. Классификатор видов экономической деятельности. И оттуда выбираешь, соответственно, тот или иной вид деятельности, и все равно указываешь где-то внизу, что и другая деятельность, не запрещенная законодательством. Это в основном делается для статистики, чтобы статистика понимала, в какой сфере сколько компаний работают там, да. Но, по сути, не будет нарушением, если вы занимаетесь другой деятельностью, которая не запрещена законодательством. Даже если вы указали, что у вас, допустим, я не знаю, продажа чего-то там, продажа кур, и вы потом продаете коров, здесь никаких противоречий нет. Единственное, нельзя заниматься теми видами деятельности, которые требуют лицензирования. Надо будет сначала получить эту лицензию, а потом заниматься этим видом деятельности, потому что определенные санкции тогда будут ждать, если вы занимаетесь деятельностью, которая требует лицензирования, у вас нет лицензии. А в остальном никаких проблем нет. Но возвращаясь к вопросу, опять-таки сейчас, опять-таки заставляют принимать, указывать конкретно, какой видом деятельности вы будете заниматься. И вот этот классификатор уже существует у нас. Можно его достать. Самое интересное, оказывается, вы знаете, что журналист
не может иметь собственное ИП, потому что в классификаторе нету деятельности журналистской. И ты идешь, открываешь ИП там на консультанта, там еще на кого-то. Культурные мероприятия. Да, но при этом все хотят, чтобы вот фрилансеры оплачивали налоги. На основании чего, если ты не можешь зарегистрировать ИП? Тоже, кстати, нонсенс. Не знал об этом. Я вот знаю, да, потому что я пыталась там зарегистрировать ИП на журналистскую деятельность, но, к сожалению, меня не зарегистрировали просто в едином налоговом окне, и пришлось Это когда было? Это вот недавно тоже у меня подруга регистрировалась. Я говорю, я ее переспросила еще. Я говорю, я год назад пыталась это сделать. Я говорю, ты как зарегистрировала ИП? Она говорит, консультант. Потому что журналистской деятельности там нет. Это не лицензионный вид деятельности, но тем не менее почему-то его нету. Нет, на самом деле его вот сейчас, поскольку это недавно вот приняли, это вот сейчас работает, не могу точно сказать, регистрируют или нет видов, которые не существуют в этом классификаторе, но ранее, когда мы, год назад где-то, мы очень много компаний регистрировали, и было у многих из них те видов деятельности, которые нету в классификаторе, и мы его сами прописывали, и все, программа его принимала. Там был пунктик, это электронно, когда сдаешь документы, там либо выбираешь, либо сам прописываешь и добавляешь, и появляется в классификаторе новый вид деятельности. Скорее всего, просто в налоговом неправильно проконсультировали. Да, либо забыли про журналистов. Да, либо они не хотели прям журналистов регистрировать. Иногда надо доказывать. То есть там тоже люди сидят, не все 100% знают. Легче иногда говорить нет, чем что-то делать там, да. Поэтому если вам сказали нет, надо еще, наверное, проконсультироваться с юристом и еще раз попытаться. От чего должен зависеть размер уставного капитала в компании? От видов деятельности тоже зависит. У нас по закону минимальный уставной капитал 500 самоний. Это вообще ничего, да, по сути, получается. Что такое уставной капитал? Это гарантия того, что ваши кредиторы еще что-то могут взыскать у вас в случае, если что-то случится с компанией. Но есть некоторые виды деятельности, допустим, банковская деятельность, которая требует там, да, наличия определенного большого устава, уставного капитала, тогда вас зарегистрируют. А так, это 500 самон. Малый бизнес можно спокойно приписать 500 самон и все. Налоговая сейчас рекомендует хотя бы указать 1000 самоний. А для иностранных компаний рекомендует 100 тысяч самоний. Не меньше, да? Да, 100 тысяч самоний хотя бы укажите. Потому что иностранная компания или иностранное физическое лицо, которое хочет открыть в Таджикистане бизнес, должен иметь хотя бы 100 тысяч самоний. Да, чтобы не уехал там. Да, типа. Чтобы не открывали однодневки и не исчезали там, да, после определенных сделок. Вот, по примеру тому же, я хочу, допустим, у меня есть компания своя. Я хочу завести, допустим, определенное звуковое оборудование, если взять пример, для своей компании, не для продажи. Вот это же микшеры, допустим, микрофоны и так далее. Обязан ли я платить за растаможку? Здесь есть интересный момент, что в Таможенном кодексе есть статья, где льготы предусматриваются. Если для производства технической какой-то деятельности. Например, это может быть цех. Вот здесь надо будет, если это цех, без проблем, и вы завозите именно для выполнения уставных задач, и оно идет как часть компании, то не нужно будет никакие таможенные пошлины оплачивать. Но если в течение 2 лет вы не пользуетесь этим имуществом, либо продали, либо еще что-то закрыли компанию, то уже обязаны будете оплачивать. Растаможку. Да. А в случае автомашины, допустим, или открыть таксопарк, или служба доставки, к примеру? Нет, это не прокатит, потому что это не производство, опять-таки. У нас именно для производственников есть определенные льготы, а для оказания услуг, для других каких-то видов деятельности не работает данная статья. Так что микшер ты обязан будешь растаможить. Так что... Почему в Таджикистане так сложно закрыть компанию? Это вопрос к налоговикам на самом деле. Но мы сталкиваемся с этим вопросом иногда. Даже тот простой вот ИП, просто ИП. Здесь закрыть в основном сложно из-за налоговой проверки. То есть все остальные процедуры, они более-менее решаемые, но самый сложный, скажем, из всех этих процедур – это прохождение комплексной налоговой проверки, когда налоговый комитет назначает определенного аудитора, он должен полностью проверить, скажем, ваш бизнес, который вы хотите закрыть, и пишет акт по итогам данного
данной проверки. Акт отправляется в налоговый комитет на согласование, они там смотрят и говорят, вот это вы не учли. Заново возвращают, аудитор заново надо будет ему проверять, потом заново отправляет. То есть вот такой замкнутый небольшой круг получается. Да. Из-за этого и в основном возникают проблемы. И, как правило, налоговики практически всегда что-то допишут. То есть, в чем интерес? Вот я не понимаю. Зачем? Плох тот налоговик, аудитор, который приходит к вам и ничего не находит. Нет, это я понимаю, если я работаю, а если я закрываю компанию? Все, я уже выплатил. Человек должен уехать. У меня просто ИП уже просто, и да, уже даже не ООО, да. В чем их интерес, чтобы не решить эту процедуру чуть-чуть быстрее? На самом деле интереса как таковой нет. Ну, единственное, может быть, стараются, чтобы не портить статистику, что закрываются очень много компаний. Это всегда проблема, когда пишут, что энное количество предприятий закрылось. Это небольшой минус также и на налоговиков, да, получается. Поэтому процесс закрытия, оно гораздо сложнее, чем процесс открытия бизнеса. Сколько времени у тебя уходило на закрытие, например, одной компании? В среднем 2 месяца. Да ты красавчик, слушай. Такой максимальный срок? 2 месяца. Максимальный срок сколько было? Максимальный срок на данный момент у меня одна организация находится 4 месяца, даже чуть больше, около 5 месяцев уже. Но это еще немножко продлилось из-за пандемии, что у нас немножко вопрос застрял. Но мы находимся на финальной стадии сейчас. То есть, да, а тут просто вот прям у меня подруга одна ИП, там она говорит, я, конечно, не хожу так регулярно, в налоговую, там в течение года вот она пытается его закрыть. А каждый раз, в принципе, там, нечего проверять. У нее там все счета она принесла, все показала. И ей каждый раз говорит, а может вы не будете закрывать? Вот просто, да. А каждый раз она слышит этот вопрос. Может, вы еще попробуйте. И так далее. Она говорит, я хочу закрыть. Не закрывайте. Просто. И она говорит, когда я уже их начинаю умолять, они начинают меня гонять по кабинетам. Я уставшая просто разворачиваюсь и ухожу. И опять эта процедура откладывается на какое-то определенное время. Смотри. Вот следующий еще такой же вопрос смешной. Чаще к тебе обращаются закрыть или открыть компанию? Открыть. Открыть чаще, да? А вот на личном опыте, что сложнее, открыть компанию или закрыть компанию? Закрыть. Закрыть компанию раз в 10 сложнее, чем открыть ее. Да. Ты тут недавно инициировал обсуждение нового проекта налогового кодекса в соцсетях. Да. Скажи, зачем тебе это надо было? Как это зачем? Я думаю, что это и мне надо, и всем надо знать, что нас ждет. Это практически... Налоговый кодекс – это, можно сказать, библия предпринимателя. И чем раньше мы о нем узнаем, тем нам проще будет жить. И жить или не жить там, да? Потому что новый налоговый кодекс практически кардинально все меняет. Я еще не 100% изучил данный проект, но из того, что я увидел, я не мог не поделиться. Особенно тем, что вот оборот, о котором мы сегодня говорили, там, да, ИП или ООО, упрощенная система, которая сейчас находится на уровне 1 миллиона сомони, хотят снизить до 500 тысяч сомони. Ой, больно. Да. На душе стало больно. По моей информации, 96%, плюс-минус предпринимателей, вообще хоз-субъектов в Таджикистане, они все работают на упрощенной системе налогообложения до 1 миллиона. Если учесть, что хотя бы там 40% из них имеют оборот больше 500 тысяч сомони, то они все перейдут на НДС. Поэтому это важно, это нужно, я считаю, что всем знать. И я инициировал данное обсуждение. То есть ты просто хочешь подготовить людей к тому, что нас ждет. Или ты рассчитываешь на то, что все-таки где-то там нас услышат и передумают нам. У меня всегда есть надежда, что нас услышат, иногда нас слышат. У меня как раз-таки был такой опыт, когда я говорил о втором виде упрощенной системы налогообложения, это вот 15% я тогда говорил, а приняли 16%.
там один раз статья была в Азии, плюс об этом, что необходимо данное изменение принять, потом второй раз уже на обложке газеты это вышло, что где наш второй сапог, то есть приняли 6%, а где 15% для тех, которые занимаются реализацией там, да, товаров. Это было очень необходимо. Я потом написал письмо в исполнительный аппарат президента, они отправили в налоговый комитет, потом в конце я получил письмо о том, что данные изменения будут, как бы, скорее всего, они отправлены на обсуждение. И ровно где-то через год они вступили в законную силу, то есть нас услышали. Я не говорю, что это 100% моя инициатива, может кто-то еще там додумался до этого, как бы, но мы тоже там участвовали, и нас услышали. И это было круто, и я считаю, что если чем больше будет обсуждений и предприниматели будут заявлять о том, что они не хотят, чтобы снизили данный порог до 500 тысяч самони, а наоборот повысили, а так и происходит сейчас в социальных сетях, практически каждый предприниматель говорит, либо я закрою свой бизнес, либо невозможно будет так работать. И, возможно, нас услышат. Также я планирую, опять-таки, обратиться в исполнительный аппарат президента еще раз с письмом, с просьбой о том, чтобы все же оставили на уровне 1 миллиона самони данный порог. Я еще видела один твой комментарий. Смотри, ты сказал вот такое мнение, что при упрощенной системе налогообложения хозяйствующие субъекты могут самостоятельно сдавать отчеты и как бы вести их без наличия главного бухгалтера или нанятия на аутсорс бухгалтера. А вот при переходе на НДС придется нанимать либо бухгалтера, либо консалтинговую компанию. И там еще было так отмечено в скобочках, они ведь участвуют в разработке проекта нового налогового кодекса, вот как раз-таки консалтинговой компании. Ну и, соответственно, еще нести дополнительные расходы. Да. Связь какая? Вот ты мне просто сейчас... Я в комментарии связь поняла. Расскажи, Хорошо. Какая связь для наших слушателей? Озвучу. Когда я инициировал данные обсуждения в одной из групп Фейсбука, наверное, это будет реклама, но это называется «Экономические новости Таджикистана», NTG, пошло обсуждение довольно бурное, этого я ждал, скажем, что это все-таки экономический, скажем, такой раздел Фейсбука. И представители одной компании консалтинговой, двое, я просто зашел, я их не знаю лично, я зашел и проверил, у них в профиле место написано, там, да, место работы, они как-то начали странно себя вести, о чем я и задался вопросом, что, ребята, вы странно себя ведете, они были против того, что я это опубликовал, и всячески оправдывали, что надо смотреть какой-то еще другие положительные моменты, еще что-то, и не надо было это опубликовывать. И для меня немножко это показалось сначала странным, а потом, пообщаясь с несколькими людьми, я пришел к выводу, что, скорее всего, я не могу утверждать, но, скорее всего, данные люди или эта компания находятся также в составе этих рабочей группы по разработке налогового кодекса. И, конечно, как только примут данные изменения, 500 тысяч порог, и вот эти, опять-таки, допустим, 40% предпринимателей перейдут на общий режим, то есть НДС, они сами не смогут, большинство из них не смогут самостоятельно отчитываться. И кто-то из них пойдет в консалтинговые компании. Потенциально у консалтинговых компаний, которые занимаются аутсорсом, там, ведением бухгалтерии, появится очень-очень много покупателей, скажем, их услуг, клиентов. Поэтому, скорее всего, они были в этом заинтересованы, хотя я утверждать опять-таки не могу. Но это печально. Ты, короче, получишь хейта, тебе будет под этим подкастом. Самое интересное, после вот этого обсуждения я же тоже порылась, поискала эти разные варианты, кстати, как мне говорили, да, разные варианты проекта, там новый, потом следующий, доработанный, там их 5 версий, что ли, было. А вот как раз мы с тобой смотрели 5-ю версию уже, да. И там эти 500 тысяч есть. Возвращаясь к налогообложению и к открытию компании. Вот смотри, вопрос между
какое выбрать. Если ты сейчас регистрируешь, у тебя есть возможность выбрать. Да. Либо ты платишь 5 или 6% в зависимости от наличной или безналичной взаиморасчеты, либо ты переходишь на 16%. Да. Кому выгоднее все-таки брать 5 или 6%, а кому выгоднее работать с 16%? Да, об этом я могу очень долго говорить, так как я чуть раньше сказал, что я сам эти изменения просил внести, то есть инициировал. 5% или 6%, скажем, ну, условно говоря, 6%. 5% это уже, когда безналичка, 6% это все, которые занимаются оказанием услуг. То есть у услуги обычно нет расходов. Если вам перечислили за ваши услуги 100 самон, вы 6% оплачиваете, все хорошо. Вы ничего не покупаете практически, там, да, за исключением, там, я не знаю, электричество, офис, еще что-то там, да, это все-таки небольшие суммы выйдут. А те, которые занимаются вот реализацией товаров, им очень выгодно будет перейти на 16%. По простой причине, опять-таки. Купил у оптовика за 100 самон, пришел возле двора там, в своем магазинчике, продал за 105 самон. Продовольственные товары, на них копейки ставят обычно, там, да, дирхамы какие-то ставят. Ранее необходимо было бы оплачивать 6% со всего оборота. То есть купил за 100, продал за 110, оплачивать налог со 110, 6%. И это гораздо больше выходит, чем если бы он купил за 100 и продал за 110, а с 10 самон уже его выручки оплатить 16%. Это самон 60 дирхам. А до этого 7 самонов, около 7 самонов, да, он должен был оплачивать. То есть почти в 5 раз. Да, да. И без этого вся экономика практически находилась в тени. Почему? Потому что объективно невозможно было показать весь свой доход. И поэтому это рождает теневую экономику. Если мы не даем предпринимателю изначально по закону заниматься законным видом деятельности, ну как мы можем требовать потом там, чистого какого-то этого дохода в бюджет. Ну да. Слушай, Фидбэк, еще момент, да, один. Например, сейчас я уже не могу перейти на 16%. В начале года. Да, в начале. Да. То есть в начале года мне придется написать в налоговый комитет заявление о том, что я хочу с 1 января перейти на 16%. Да. В середине года это сделать невозможно. Уже невозможно. Как только данные поправки вступили в силу, всех предпринимателей практически обзвонили, там письмо написали, что выбирайте, в какую систему хотите перейти. Кто перешел, кто не перешел, уже все. Остальные, это новые компании, которые регистрируются, они могут сразу выбрать, куда им, там 6% или 16%, а остальные компании, они в начале года могут выбрать один из этих видов, потому что все-таки у нас отчетный период это год, там, да, основной это баланс, когда вы сдаете, поэтому каждый год можно будет менять. А теперь 5,6%, самый интересный момент, потому что мы с тобой тогда делали карточки, разбирали на сайте YourTG о том, что 5% будет отчисляться с безналичных взаиморасчетов, а 6% за наличный взаиморасчет компании. Но по факту оказалось чуть-чуть иначе, если честно. То есть, да, у тебя нет возможности, вот если, например, какая-то сумма упала безналичная, с нее заплатить 5, а если наличная пришла 6, ты выбираешь, опять же, да. Ну да. Тебе нужно было написать заявление и сказать так: ребят, вот если у меня будет все безналично, да, там гарантированно, я соглашусь на 5%, но так чаще всего не бывает в компаниях. А потом будут проблемы с налоговой, и я посмотрела на своих друзей, на своих коллег, и они все такие молча подписали 6%. Типа, ну, там уже не буду разбираться дальше, чтобы не было проблем. На самом деле кодекс предусматривает отдельной статьей, что можно отдельные отчеты сдавать. Скорее, это какая-то самодеятельность, скажем, со стороны тех налоговых служащих, скажем, инспекторов, так как в кодексе есть статья, где говорится, что за каждый вид платежа вы отдельно сдаете. То есть, если что-то наличное получили, за это отчитываетесь там 6%, что-то через счет 5%. Многие компании, которые работают по безналу,
это проще не иметь кассовый аппарат. Допустим, наша компания занимается, поскольку оказанием услуг в основном всегда компаниям, другим компаниям, то мы только через счет и работаем. Даже если появляется тот человек, физическое лицо, который хочет оплатить наличкой, мы отправляем его в банк, он оплачивает, вносит туда на наш счет, приносит нам бумагу из банка, что он перечислил энную сумму денег на наш счет. И все. Мы не имеем кассового аппарата, не работаем с наличкой. Мы тоже, в принципе, не работаем с наличкой, как правило. Только через перечисление. Да, и просто не стали заморачиваться и сказали... У вас же, наверное, тоже нет кассового аппарата. У нас нет кассового аппарата, и у нас нету, в принципе, налички совсем. Все, у вас 5%. Если вы, наоборот, скажете, что у вас наличка, у вас кассового аппарата нет, вас оштрафуют на 15 тысяч саму. Или там 16. Кстати, там фиксированная сумма на штраф. Да, 15 тысяч сама не так. Это поняли, если есть, берется наличная сумма, но без кассового аппарата. Получается. А можно просто отправить человека в банк? Чтобы заплатил. Перечислил деньги. Да. И чтобы все было спокойно. Да, на личных примерах ты можешь рассказать, были ли у тебя такие кейсы, когда твой клиент рискнул и стал паном? А кто-то рискнул, стал. И пропал, да. А кто-то рискнул и пропал. Я думаю, у тебя очень много кейсов таких интересных. Кейсов много на самом деле, но у юридических услуг есть такая специфика, конфиденциальность. То есть, ты нам не называй компанию, ты просто расскажи, не знаю. Есть момент, когда был довольно крупный спор и был небольшой тендер, закрытый тендер, скажем, нескольких компаний. Я сам написал драфт защиты, скажем, как нужно защититься. Среди других компаний выбрали наш драфт, рискнул, скажем. И там около $4,5 миллиона мы смогли отбить. Супер, слушай, так рискнули. Да. То есть твои клиенты поставили, они выиграли. На меня и выиграли данную сумму. Супер, а теперь пропал? А пропал вообще не могу сказать. Пропал. Кто пропал? Никто не пропал. С нами никто не пропадает. Серьезно? Я пока придерживаюсь той, скажем, концепции или принципов, что я должен быть уверенным, что я смогу помочь клиенту. Я никогда не делаю... У меня, допустим, был знакомый, и есть знакомые юристы, которые говорили, когда я только начинал свою деятельность, они мне говорили: Навруз, это дело проигрышное, но ты тяни, выкачивай деньги, а потом, проиграешь, ничего страшного. А вот так вот? Да, даже. Так многие работают на самом деле. Я так не работаю. У меня сейчас с клиентами особых проблем нет, и когда я вижу, что вопрос не решается, мало шансов вообще, я объясняю это клиенту и говорю: лучше этим не заниматься и зря не тратить, скажем, ваши средства и наши. У нашей компании, скажем, по всем экономическим вопросам нет ни одного проигрышного дела на сегодняшний день. Так, тогда ответь мне на один вопрос, последний, наверное. Вообще, зачем ты приехал в Таджикистан? Ты же работал в России, все было замечательно, у тебя была хорошая практика. И тут раз я сижу, и появляется у меня просто в кабинете молодой юрист с претензиями. Мы с ним же так познакомились с Наврузом. И я такая, от российской компании, думаю: боже, я же не видела еще таких юристов. Он хорошо говорит на русском, он так четко все изложил, все претензии. Мы, правда, все потом решили по-хорошему. Да. Что ты здесь делаешь, скажи? Зачем ты вообще приехал? Наверное, в жизни каждого человека наступает какой-то момент, когда хочется что-то кардинально поменять. Я 6 лет работал в Москве, в России, в Москве в основном, и в какой-то момент на те деньги, это 2014 год, моя зарплата была около $2000. 65 тысяч рублей. Тогда курс был 34, по-моему. И в один день я решил, что просто надо вернуться на родину, и все. И начать на своей родине. Да, надо просто поменять. Я знал, что я уже достаточно вырос, хотелось
Я не скажу даже, что я сильно соскучился по Таджикистану. Первый год мое нахождение в Таджикистане было очень, очень угрюмым, скажем, мрачным, но потихоньку привык. Я не жалею о том, что я вернулся, потому что здесь есть возможности работать все-таки. Иногда все же бывают такие порывы, что опять-таки все бросить обратно, уехать куда-то, но не в Россию уже. То есть морально устал, хочется морально отдохнуть. Да, это у меня последние дни такой девиз. Решение было спонтанным? Да. То есть ты просто вот так вот взял и я уезжаю. Ребята, иногда сам задумываюсь над этим, почему я вернулся, что я здесь делаю. Ответ такой... Да, вот иногда сам не понимаю. На тот момент мне просто захотелось вернуться, и я снимал довольно долгое время комнату одной русской бабушки, можно сказать, там, да, очень активная женщина такая. Она полюбила меня как своего сына, она плакала, когда я уезжал, она говорила, никому не сдам, приезжай обратно, я подожду там месяц, два, три, там, мол, и я просто вот захотел вернуться в Таджикистан. Но когда я вернулся, все было хорошо на самом деле. Я не жалею о том, что действительно... Не считая первый год, да, получается? Да, вот первый год довольно таким был. Я ничем не занимался практически. Первые полгода я не работал, сидел, отдыхал. Потом, когда уже денежки начали кончаться, пришлось что-то делать. Пан или пропал? То есть ты сейчас у нас пан, так ты себя считаешь? Я считаю, что сейчас пан. Да, молодец. Да. Супер. Это был наш второй эпизод нового выпуска «Пан или пропал». И хотели бы напомнить то, что у нас сегодня в гостях был директор юридической компании «Емуя» Навруз Лудинаев. Спасибо огромное. Спасибо вам, ребята. Дорогие друзья, платите налоги, живите спокойно, берегите себя и своих близких. Пока. Пока. Пока.